3, 2, 1. Как сэкономить деньги и ресурсы – главный лейтмотив Татарстанского международного форума. В церемонии открытия участвуют Рустам Минниханов и помощник президента России Игорь Левитин. Открывая форум, президент подчеркнул, энергоэффективность и защита окружающей среды – одни из приоритетных направлений. Сегодняшние вызовы обостряют необходимость перехода к энергосбережению. Мы должны быть готовы ко всем этим вызовам. Наш форум – это открытая площадка для диалога экспертов, промышленников, представителей федеральных и региональных органов власти. Очень важно, что эта тема сегодня, особенно в условиях санкций, дает возможность российским производителям переходить на собственное производство. И очень важно воспользоваться этой возможностью. Уважаемый Рустам Нургалиевич, уважаемые гости. Эта площадка как научный полигон. Здесь и разработки, и уже реализованные проекты. О своих технологиях рассказывают представители 63 отечественных компаний, более чем из 30 регионов страны, а также предприятия-гиганты Татарстана. Это наше ноу-хау. Это специальный терморегулятор. Оборудование для объектов ЖКХ позволяет избежать перетопов, а значит экономить на платежах. Модернизация теплового пункта многоэтажки обойдется от 50 до 200 тысяч рублей, тогда как импортные аналоги стоили в разы дороже. На базе нашего интеллектуального привода можно реализовать две функции. Это регулятор давления и регулятор температуры. То есть это будет электронное оборудование, то есть с функцией удаленного доступа. Зеленодольские специалисты представляют зарядное устройство для электромобилей. К 2024 году в Татарстане может появиться 174 такие станции. Если даже сравнивать машины с бензиновым двигателем и с электрическим двигателем, электромобили на порядок получаются экономичнее и дешевле. Где-то в 3-5 раз. Сегодня в Татарстане сохраняется дефицит электроэнергии. Об этом уже говорят на заседании правительства республики. Это связано с ростом промпроизводства. По словам главы Минпромторга, наш регион планирует выйти на полное самообеспечение электроэнергии к 2025 году. В том числе за счет ввода объектов и в распределенной генерации, то есть тех объектов, которые будут работать без выхода на оптовый рынок. Мощность таких объектов на сегодняшний день составляет порядка 280 мегаватт или 3,5% от всей энергосистемы. Как отметили, Татарстан не выполнил задачу по снижению энергоемкости валового регионального продукта. К 2020 году по сравнению с 2007 он должен был снизиться на 40%, но результат только 26%. По словам президента, в нынешних условиях первоочередной вопрос импортозамещения оборудования и технологий. Он отметил, энергетика во многом зависит от иностранного программного обеспечения. Разработать наш софт президент поручил Иннополису. Внедрение отечественных технологий – вопрос национальной безопасности. Порядка 12% генерирующих мощностей работают на иностранном оборудовании, используют зарубежные программные продукты. Да, определенные шаги нашей энергетики, приняли решения, отключились там, какие-то свои решения, но все равно вся эта платформа иностранная. Рустам Минниханов раскритиковал ряд районов за низкую энергоэффективность. По его словам, в Татарстане есть большие резервы для снижения энергопотребления, как в промышленности, так и в бюджетной сфере. Но не везде этому вопросу уделяют должное внимание. В учреждениях Танышского района потребление на нужды отопления выше среднереспубликанского 1,5 раза. Но я не думаю, что здесь что-то такое. Рыбная слобода на отопление выше, чем по республике, на 27%. Или учетная политика у них, или счетчиков нет. Отдельный вопрос – сокращение сроков присоединения к сетям. Сейчас этот процесс занимает больше 3 месяцев. Как отметили федеральные гости, Татарстан сегодня лидер по оснащенности приборами учета. По большей части ресурсов более 90%, что если в среднем по России 64%, что процентов фактически в 2 раза выше, чем в среднем по России. Как стало известно, из-за санкций в Татарстане заморожены проекты ветропарков. Сейчас республика намерена реализовать собственные проекты в этом направлении. Сегодня на полях форума Татнефть подписала соглашение с российской компанией «Ветроинвест» по совместному производству компонентов для ветрогенераторов. Презентация всего света энергетики и ресурсоэффективности продлится еще 2 дня. Участников ждут мастер-классы и круглые столы. Завершится форум в четверг молодежным днем. Рамиль Галиуллин, Адель Мендубаев и Вадим Ларионов. ТНВ. Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.